Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии планировала рассмотреть кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении Анрика Инапшева. Напомним, что в отношении Инапшева, обвиняемого по статье 206 части 2, была избрана мера пресечения в виде ареста на месяц. Однако до рассмотрения жалобы сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи Верховного суда Мимозы Цушба. По заявлению адвокатов, Цушба состоит в родстве с работниками органов прокуратуры Абхазии. Прокурор Инар Таркил посчитал данный отвод незаконным и необоснованным и попросил суд отказать в его удовлетворении. Посоветовавшись, кассационная коллегия не удовлетворила ходатайство защиты. Наличие родства судьи Верховного суда Республики Абхазия Цушба с работниками прокуратуры Республики Абхазия Цушба и Цушба не оспаривается. Однако заявителям ходатайства об отводе не представлено доказательств того, что указанные работники прокуратуры Республики Абхазия участвовали либо участвуют в производстве предварительного следствия по данному уголовному делу. Законность ранее принятых судьей Цушба судебных актов не является предметом настоящего судебного разбирательства, в связи с чем основанием для ее отвода признаны быть не могут. Иные доводы заявления адвоката Таня об отводе судьи Цушба кассационная коллегия также не принимает ввиду несостоятельности. Далее суд получил заявление самого Анрика Инапшева, который в данный момент находится на лечении в медучреждении, с просьбой отложить кассационную жалобу, так как он сам хочет принять участие в рассмотрении дела. Данную просьбу суд удовлетворил и постановил перенести разбирательство. Верховный суд также рассмотрел кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда в отношении обвиняемого Баграта Сурмава. Сторона защиты считает меру пресечения в виде заключения под стражу необоснованной и просит заменить ее домашним арестом. Во-первых, мы считаем, что у органа расследования не было оснований для того, чтобы обратиться с ходатайством в суд с такой тяжкой мерой. И суд, принимая решение, сослался на исключительность только то, что вот может он скрыться от органа расследования и воспрепятствовать. Со стороны Сурмава такой попытки не было. Само событие было в декабре, а его задержали в январе. То есть, если какие-то попытки скрыться у него были бы, желание бы скрыться, либо у родственников было бы какое-то желание или боялись бы, что он в чем-то виноват, чтобы он хотел бы скрыться, у него на это было времени достаточно и возможности было достаточно для этого. Но он, поскольку он считает себя невиновным, поэтому он свободно жил, продолжал жить своей жизнью. В свою очередь, представитель гособвинения Нина Надаришвили просит оставить жалобу адвокатов без удовлетворения. А решение Сухумского городского суда прокурор считает законным и обоснованным. Одним из оснований в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса указано, что одним из оснований является тот факт, что гражданин может скрыться. Хотелось добавить, что лицо может скрыться от дознания следствия или суда на первоначальных этапах производства по делу, может свидетельствовать и тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок. Я напомню, что уголовным законом за совершение преступления по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Более того, в настоящее время оперативным службам направлены поручения об установлении других участников преступления. В этой связи гражданин Сурмава, находясь на свободе, может согласовать свою позицию с другими фигурантами дела. Далее, 17 января 2022 года гражданину Сурмава предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 206. Как мы знаем, вину он не признал, от дачи показаний отказывается и со следствием не сотрудничает. И все вышеперечисленные обстоятельства дают основания полагать, что гражданину Сурмава невозможно на данном этапе избрать иную меру пресечения, как заключение под стражу. В итоге кассационная коллегия Верховного суда оставила без изменений постановление Сухумского городского суда о заключении под стражу обвиняемого в участии в массовых беспорядках 21 декабря у парламента Баграта Сурмава. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.